Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной поклон за ваши донаты. Мои дорогие, каждый день прошу за вас высшие силы, чтобы вам послали в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете мне, моему каналу. И еще раз огромное спасибо. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что вам по судьбе на ближайшей неделе? Что вас ждет в ближайшие 7 дней? Пожалуйста, настройтесь на мое гадание, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что вам по судьбе на будущей неделе. Какие события, обстоятельства идут в вашу жизнь. Так. Ну что, мои дорогие, здесь я вижу много встреч, интересных встреч, важных встреч, значимых встреч. Активно пройдет для вас неделя. Будут встречи как делового характера, так и личного. Понимаете, здесь может быть встреча с друзьями, с родными, с близкими, какие-то поездки, походы. Не знаю, там, после того, что там, не знаю, по магазинам пройдетесь, да. Возможно, в ваших странах, кто вот меня смотрит, да, ситуация намного лучше, чем там, где живу я. Мы здесь в жутком локдауне, нам вообще никуда нельзя выходить. Но песочек для вас обещает именно путешествия, интересные, какие-то новые места, смена локаций. Это все пойдет для вас на пользу, все пойдет вам в радость. Вот эти моменты, они здесь очень четко. Здесь, я не знаю, какие-то дороги, путешествия прям. Может быть, за город поедете, может быть, на дачу, может быть, кто-то куда-то вас позовет, пригласит. Какое-то вот место, необычное место, где вы чувствуете себя прекрасно. Может, у кого-то будет праздник, вы там и отдохнете на природе, и покушаете вкусно, и повеселитесь. Вот такие моменты происходят. Плюс у кого-то выпадает дорога на самолет, на самолете, куда-то вы летаете. Я не могу сказать, что это очень как-то... Но это как-то вот необычно для вас, да, то есть вы не делаете эту дорогу постоянно. Эта дорога идет у вас, ну как неожиданная, да, то есть вы как-то не рассчитывали, но в эту дорогу вы идете. Идете с каким-то опасением, да, но опасаться нечего, все будет хорошо. Так, мои дорогие, я вижу, что у вас острые моменты на неделе, они будут присутствовать в делах, связанных с деньгами и какими-то оплатами. Оплата, может быть, там кредит вы будете платить, и, знаете, прям неприятно будет, да, какой-то момент такой неприятности. Либо, кстати, кто-то будет у вас в долг просить. Ну, я так скажу, да, если долги, то, конечно, нужно оплачивать. Если в долг будут просить, не давайте все, что у вас есть, потому что вам деньги могут понадобиться. То есть здесь момент этот четко прописан. Смотрите, путешествия на автомобиле. Если вы обладатель светлого автомобиля, знайте, что эти путешествия будут очень радостными, очень такими, знаете, ну, как сказать, да, приносящими вам и радость, и удачу, и счастье. Небольшой автомобиль белого цвета, либо светлого, да, какого-то вот оттенка. Почему-то у вас из-за этого переживания идут. Переживать не стоит, все будет замечательно. Я вижу вас, смотрите, в каком красивом платье, в какой красивой юбке, вы вот прям танцуете. Здесь радость от каких-то обновок, радость от того, что вы, например, можете сменить одежду, что там, не знаю, там солнце будет светить. То есть вы радуетесь себе, насколько вы хороши, насколько вам подходит, например, платье, которое вы там будете примерять, либо купили, либо наконец-таки сможете одеть. То есть вы чувствуете себя прекрасно в этой одежде. Мало того, вы еще и 1001 комплимент получите от тех людей, которые с вами рядом, либо от тех, кого вы будете встречать. Здесь, кстати, от мужчины подарок идет. От мужчины идет очень красивый подарок. Либо это может быть приглашение в ресторан, либо может быть какую-то одежду он вам подарит, либо
Ну, он дарит что-то, понимаете, он дарит что-то вот запакованное, завернутое, да, что-то он вам дарит, да. Кстати, тут романтика у кого-то намечается, романтика, романтические встречи, романтические, прям, не знаю, то есть мужчина вас ждет, вас мужчина ждет, у него планы на вас, у него очень много к вам предложений есть. Но все предложения, они такого, знаете, интимного характера. То есть здесь, ну, именно такие отношения по страсти проходят. Отношения, кстати, могут быть и тайными, либо не афишируемыми. Что-то вот такое есть, секретненькое в ваших отношениях. То есть вы, с одной стороны, легко к ним относитесь, а с другой стороны, ну, вы не желаете, чтобы все знали о том, что происходит между вами. Тем не менее, вы очень хорошо вместе. У вас здесь тюльпан. Тюльпан — прекрасный знак. Тюльпан говорит о том, что у вас тут и любовь намечается, и счастье, все у вас намечается. И очень яркие события у вас будут происходить. Вы в эту неделю просто вот как расцветете, да, то есть как-то вот рабочие вопросы немножечко отойдут, но ваша личная жизнь, она будет на первом месте. Ну а по рабочим вопросам, тут вопросы, я не знаю, в деньгах, наверное, скорее всего, да, заплатят, не заплатят, выплатят, не выплатят, потому что есть обязательства. Обязательства, либо кто-то будет у вас деньги просить, да, куда-то нужны будут деньги, либо, кстати, вы будете еще ждать, вернут ли вам там долг. Нет, не вернут. Если вопрос касается долгов, то, скорее всего, нет. Возвращать ничего никто не будет. Вам может человек там выйти на связь с вами, поплакаться, сказать, что понимаешь, там 5-10 ситуация сложная, не могу, подожди, там войди в мое положение. Такое может быть. Так, 3 дела важных у вас будет на неделе. 3. Причем одно из них будет связано с человеком высокого, ну, положения, статуса и ранга. Если нет, то, скорее всего, с человеком, который старше вас, да, может быть, там, с родителями, с вашими, либо там со свекровью, не знаю, там, свекром. Вот один человек идет. Человек может, но если это ваш близкий, да, может там себя почувствовать не очень, и вы можете из-за него испугаться, да, и прям убить несколько дней на то, чтобы понять, что, да, это все, ну, так, ерунда, да. Но с другой стороны, у человека могут быть действительно какие-то подозрения, связанные именно, может быть, с какими-то правовыми вопросами, делами. И вам придется все равно это решать. Вот вам не уйти от этой ситуации, вам придется это решать. Но вы должны понимать, что решая это дело, вскроется действительно важная проблема. Важная проблема, которая вот просто была скрыта, и вот прям виновник обнаружится. Да? Вот есть какой-то пакостник, виновник, который натворил делов и никому ничего не сказал. И вот если бы не эта ситуация, когда вам нужно будет срочно порешать дела, да, вы бы, может быть, и не узнали. То есть, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, да? То есть какой-то момент такой произойдет. Плюс еще одно дело у вас идет, может быть, связанное с детьми. Тут дети будут, конечно, себя показывать свой, может быть, характер, либо какой-то... Вы смотрите, вот если маленькие детки, то, конечно, глаз не спускайте, потому что ребенок, вот я вижу, может немножечко как-то себя повести странно, да, и попытаться от вас убежать и спрятаться. Вы, конечно же, найдете, ну, то есть какой-то стресс можете пережить, да, поэтому, чтобы там за руку, либо в коляске, либо, вот, не знаю, там, у меня ребенок мой был очень активный, и я нашла выход. Есть такие специальные штучки, да, вот ходунки, да, они называются. Когда ты держишь ребенка, поддержишь его, одевается ему такая штучка, как жилеточка с веревкой. Вот я, кстати, активно пользовалась. Вот если у вас ребенок такой же активный, противный, как был мой, вот советую, рекомендую, очень хорошо помогает. Да, потому что ребенок может вот как-то прятаться, убегать и прятаться. Будьте аккуратны. Вы не потеряете, но поднервничать можете, причем очень активно. Даже если вот вы бабушка, да, тетя, либо сестра. Вот смотрите, может быть ситуация. Так, еще опасный человек идет. Опасный человек, у него в голове нож. Человек может быть пьяным, человек может быть в каком-то расстройстве чувств и эмоций, и человек действительно может быть опасным. Этот человек, вот он...
как бы вам правильно это сказать, да, он будет привлекать к себе внимание, и он будет дебоширить, вот такой момент. Вам, конечно, я рекомендую не вмешиваться, не пытаться успокоить его, либо там призвать к ответу, потому что человек может обрушить на вас весь негатив, который у него там скопился. Человек явно не в себе будет, не в себе. Либо у него измененное сознание из-за алкоголя, либо человек действительно вот, ну, психически нездоров, скажем так, прямо скажем, да, будьте аккуратны, потому что этот человек, вот он реально может делов натворить. Это, кстати, может быть кто-то совершенно незнакомый, либо человек даже с вами в родстве, да, вот какой-то вот будет момент неожиданный. Причем это вот место какое-то людное, да, либо это вот семья собралась, да, вот как-то человек себя может проявить очень агрессивно. Но этому человеку, ему нужно где-то, не знаю, время, чтобы остыть, там, проспаться, забыться, то есть такой момент нужен будет. Вообще, как бы лучше вообще не трогать и оставить в покое. Так, я вижу женщину, которая к вам идет с какими-то предложениями. То есть от женщины вы получите на этой неделе предложения, они будут казаться выгодными, замечательными, но эта женщина, она такая, знаете, болтушка, она говорит, но ничего не сделает. Если вы заинтересованы именно в таких возможностях, то воспользуйтесь ее идеей и делайте самостоятельно. На нее я бы не стала рассчитывать, потому что она только лишь говорит. Если вы будете ждать и рассчитывать, то вы потратите кучу времени, так ничего не дождетесь. Так, для тех, кто в паре, в браке, в отношениях, ну, здесь, конечно, тут момент, ну, каких-то вот эмоций могут быть. Прям такие качели какие-то эмоциональные у вас могут быть на неделе, от большой любви до больших каких-то разногласий у вас может происходить. Будьте аккуратны, знайте, что вот как раз-таки вы очень открыты для человека, который, ну, будет играть вами, да, вот как-то вот человек какой-то активизировался в вашей жизни, который играет вашей семьей, вашими отношениями, вашими чувствами. То есть вашего партнера кто-то где-то накручивает очень сильно. Вы и не догадываетесь, да, о том, что такая ситуация происходит, но тем не менее. Вот будет казаться, что не узнаю я своего любимого человека, почему он себя так ведет. Вот, еще раз говорю, да, вы прям от минуса большого в плюс уйдете. То есть непонятно, что будет происходить в ваших отношениях. Присмотритесь к его кругу общения, с кем он общается, где он бывает. Там ему что-то там наговаривают. Причем там, ну, там по глупости что-то идет, да, там просто ему навязывают мнение, и он очень сильно прислушивается. Так, еще хочу сказать, для тех, кто не в отношениях, ну, тут какие-то страстные отношения у вас по-любому будут с человеком, который и уже вам знаком из вашего окружения, либо из вашего прошлого. С кем-то у вас там искра, причем такая искра, которая в огонь превратится. Будет, может быть, один раз, может быть, несколько раз, но тем не менее, я вижу, что вы довольны тем, что происходит, и вы предпочитаете не думать о будущем. В принципе, позиция очень правильная. То есть живите здесь и сейчас, наслаждайтесь своим партнером. Это будет самый правильный подход. Так, по поводу здоровья у вас, я вижу, что вы прям полны энергии, но близкие ваши люди могут вам немножечко так подкинуть проблем. Тут больше как испуг пойдет, да, что вдруг там кто-то заразился, либо еще что-то произошло, там кто-то упал, сломал себе что-то. Ну, опять же таки, это все несерьезно, а просто вот как испуг идет. Но опять же таки, да, береженого Бог бережет, и если какие-то подозрения есть, конечно же, нужно обращаться в специальное учреждение и проверяться. Так. Я еще вижу у вас какой-то спор по поводу, не знаю, медицины, по поводу прививок, может быть, по поводу вообще жизни, да. С кем-то вы сойдетесь, прям схлестнетесь в ярком споре. Это может быть кто-то из ваших близких, либо кто-то из коллег, коллектив, может быть, родственники. Вот с кем-то вот спор прям пойдет, прям такой, знаете, прям будете доказывать друг другу. Знаете, честно скажу, вот как для разрядки, да, это очень хорошо, потому что вы там прям полностью разрядите весь свой негатив. Но в плане того, что человека можете обидеть другого, будьте аккуратны и следите за теми словами, которые говорите. Потому что момент может быть, что вы, не замечая того, можете кого-то, ну, немножечко обидеть. Да, чтобы этого не случилось, лучше, ну, либо не спорить, либо постараться фильтровать те слова, которые вы будете говорить. Так, еще я хочу сказать так, что у вас идет выбор вы будете делать на неделю между
между чем-то и чем-то, между кем-то и чем-то. То есть какой-то выбор вам предстоит делать, выбор очень сложный, и слушайте свою интуицию. Вот чего бы ни касался выбор и каким бы он ни был, слушайте свою интуицию, потому что только вы правильно можете принять решение. Если вы будете слушать других людей, вы обязательно совершите ошибку. Но если вы прислушаетесь к своей личной интуиции, то все у вас пойдет хорошо. Вы правильно сделаете выбор, и все у вас в итоге получится так, как надо. Да? Так, как надо, так, как хорошо для вас. Вот этот момент очень-очень важный. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.